Аляксандр Лукашенко хіба ўпершыню гэтак гучна крытыкуе ведамства міністра Ігара Шуневіча і раптам кажа пра тое, што тыя дадзеныя, якія кладуць яму на стол, якія бачыць уся краіна, гэта гульня ў статыстыку і не зусім супадае, магчыма, з рэчаіснасцю. Ці гэта так, ці гэта так і чаму раптам цяпер Аляксандр Лукашенко пачынае так крытычна кідаць камяні ў бок свайго міністра. З намі на сувязі был следчы праваабаронца Олег Волчак. Добрый вечар. Добрый вечер. Спадару Олег, чаму раптам цяпер Аляксандр Лукашенко кідае гэткія камяні? Ці гэта землятрус пад нагамі міністра Шуневіча? Вы знаете, что я думаю, что он, возможно, получил истинную картину с регионов, и от своих доверенных лиц, это именно Виктор Лукашенко, который возглавляет и командует всей аналитической службой правоохранительных органов, потому что большинство людей разуверились в прокуратуру и Следственный комитет и стали писать в эти структуры. Совет Безопасности, к Виктору Лукашенко и рассказывать о коррупционных связях на местах. И он понимает, что вот такие вещи, вот такие жалобы, которые приходят, могут поколебать его власть очень серьезно, как были с другими странами, с другими правителями. И я считаю, что это серьезный такой был шаг, когда он так покритиковал. И я думаю, что можно сегодня сказать так, что сегодня правоохранительные органы вместе со Следственным комитетом, прокуратурой и судами, я уже на Фейсбуке все написал, ведут борьбу за статистику, а не борьбу с преступностью, с коррупцией и безопасностью в нашем обществе. Пра гэтую статыстыку Аляксандр Лукашенко мае рацыю, калі кажа, што гэта дапісванне нейкіх зусім дробных рэчаў у гэтую статыстыку, але аміянанне вельмі сур'ёзных праблемаў. І чаму тады міліцыя не займаецца гэтымі сур'ёзнымі праблемамі? Смотрите, если милиция будет фиксировать все уголовные дела и Следственный комитет, в которые люди обращаются, так, то тогда будут плохие показатели. То есть надо раскрывать, надо наказывать, надо сроки вовремя соблюдать. А так они уменьшают преступность и показывают, что есть результат. А если есть результаты, звания, премии, может кому-то выдадут служебную квартиру, или еще что-то там, преференции дадут определенно. И поэтому это все сохраняется, старая советская практика показателей. И все понимают, что без них не будет ведомства. Поэтому идут междуведомственные конкуренции за вот эти показатели, но не за реальную борьбу и помощь гражданам. Вот, к примеру, Але сапраўды, спадар Олег, гэтыя паказнікі, пра якія вы кажаце, гэтак адрозніваюцца ад рэчаіснасці? Конечно. Вот я просто из примера, у меня наша организация более 50 дел, которые к нам граждане обращаются, это отказные материалы возбуждения уголовных дел. Я только два взял, это мы год уже ведем борьбу, чтобы возбудили дело против заведующей нотариальной конторы номер 1 Ленинского района Мирошникова Елена, которая участвовала по завещанию. Дело Балюка Степана, у которого были обнаружено множество повреждений телесных, но нам отказывают в возбуждении и уголовное дело по факту убийства. И вот таких дел очень много. Сегодня я как-то приезжал по проспекту, видел, есть Академия футбола. Сегодня надо создавать Академию следователей. И люди жалуются сейчас напрямую в администрацию президента. Вы зайдите в любой день и посмотрите, сколько там людей, сколько там обид. Поэтому Александр Григорьевич получает непосредственно со своей администрации президента вот эти все жалобы. Но по Уголовно-процессуальному кодексу он не может разбирать эти все жалобы. Поэтому отсылает прокурорам, следователям. А те отсылают на тем, на кого люди жалуются. Вот и получается замкнутый круг. Але ўсё ж такі, як атрымліваецца, скаргі маюць сэнс? Варта пісаць гэтыя скаргі?
И я считаю, что да, и вы знаете, вот особенно с 2017 года люди почувствовали, что у них есть права по Конституции, ну, это я имею в виду после декрета номер 3. Они поняли, что есть сроки, что можно обжаловать, что можно в суд обратиться. Вот несколько примеров нашей организации. Вы знаете, что человек обжаловал действия милиции, что его незаконно привлекали к административной ответственности. И теперь это пинчанин выиграл дело против милиции и требует компенсации ему. Все эти граждане сейчас по административным делам обратятся. А почему по административным? Ведь все нарушения сегодня идут по административным делам. Сегодня любого человека, который выходит из пивного бара, ну он просто сидел, отдыхал, к примеру, да, сотрудники милиции задержат и говорят, что ты в нетрезвом состоянии. И все, и привлекают к административной ответственности. Или ночью специальных, вот мне житель из Гомеля пожаловался, ГАИ где-то за 300 метров стоят в темном углу и видят, что гражданин 3 часа ночи или 2 вот проходит через дорогу, подъезжает к нему, говорит, вы нарушили. Да, формально он нарушил. Но давайте предупреждение давать, а не штрафы. Людей это пугает. И люди очень агрессивны. Я скажу, что вот более около, мы уже приводили статистику, около 3 миллионов штрафов, около 3 миллионов привлекают к административной ответственности ежегодно в среднем. Но куда это годится? Але сёння, спадар Олег, мы таксама выйшлі да мінчукоў, каб даведацца іх меркаванне, бо пасля таго, як адбылося чарговае паседжанне Савету бяспекі Беларусі, на якім кіраўнік краіны заклікаў сілавікоў бачыць рэальныя праблемы, гэта была цытата, а не маніпуляваць лічбамі статыстыкі ў раскрыцці злачынстваў, ці добра міліцыя спраўляецца са сваімі абавязкамі, запыталіся мы, ды як грамадзяне ставяцца да міліцыянтаў. Давайте паслухаем ужо цяпер, а потым працягнем размову. Им не хватает добра, улыбок. И иногда они слишком много себе позволяют. Очень много на дорогах, скажем так, чего нет в Европе, например. Можно бы это было как-то камерами заменить и все такое, мне кажется. Есть более какие-то гуманные методы, чем содержать столько кадров. Я не сталкиваюсь с милицией, поэтому мне трудно прокомментировать что-то. Меня по почкам не били, поэтому мне все пока подобается. Ну, как это, гаишники в засаде не сидят, работают в открытую. Злыдні, не вельмі прыгожыя, не вельмі адукаваныя. Вось. Але ўвогуле як-то працуюць. Наверное, справляется, работают же. Много ж милиции у нас, правильно? Порядок, покой пока. Редко с ними где-то я пересекаюсь, поэтому не могу так объективно сказать. Ну, как-то подошел, спросил КОМОНу время. Они сказали, сейчас мы тебя заведем. Ну и там вы поняли уже, что они могут еще сделать. Есть нормальные, есть неадекватные. Вось такія меркаванні жыхароў сталіцы, а з намі на сувязі Олег Волчак, былы следчы праваабаронца. Спадар Олег, ўсё ж такі ёсць шмат і пазітыўных меркаванняў да міліцыянтаў. Ну, вы знаете, на улице люди боятся всю правду говорить, потому что, я вам скажу, как правозащитник, очень большой страх у людей. Поэтому они не понимают, кому говорят, и тем более на камеру, мало потом, что произойдет. А так, кулуары, и как вот приходят к нам в общественную приемную, пишут, я скажу, что многие просто говорят, мы боимся к милиции подходить. Есть такое, особенно в регионах. И знаете, когда боятся с милицией сталкиваться в регионах? В темное время суток, когда на руках, если у кого-то нету, фликера нету носить. Понимаете? А за это привлекают к административной ответственности. И вот я был удивлен, что люди говорят, лучше в темное время с милицией не сталкиваться, иначе привлекут тебя к ответственности. Ну, найлепш Ну, что говорить, не вот такой яркий пример. Да, вот смотрите, яркий пример. Виктор Севохин, это ветеран войны Афганистана, 2 ордена Красной Звезды, обратился в милицию, на него составили протокол и сфальсифицировали протокол административной ответственности. Ну, мы написали жалобу, слава богу, рассмотрели и признали, что действия участкового были неправомерными. Ну, это только вот такие малейшие. А вось напрыканцы нашай размовы, каб падсумаваць, і ўсё ж такі сённяшняе спатканне Рады бяспекі і таксама крытыка ў бок міністра Шуневіча, ці гэта чырвонае святло для гэтага міністра? Ці гэта азначае, што міністру трэба задумацца, і ці ў наступны раз мы не даведаемся пра адстаўку?
Я думаю, тут не только к министру вопросы, а ко всей системе МВД, кто готовит эту статистику, кто подставляет Александра Григорьевича, и кто создает вот это нервозное состояние людей, чтобы так относились. Я думаю, что это шаг, возможно, подготовки, может быть, к отставке даже такой, может быть, вопрос. Особенно после последнего месяца, посмотрите, то пьяные за рулем сотрудники милиции, то в новогоднюю ночь избивают актрису, что с такими травмами доставляют потом в больницу, то еще там происходят разные такие Так, плохие мерапрыятия. гэтых выпадкаў сапраўды вельмі шмат і безумоўна нават у нашым эфіры мы бачым, што гэтага ўсяго хапае. Дзякую вам за гэтую размову. Былы следчы праваабаронца Олег Волчак, маім гаспадарства гостем. А таксама ў працяг СМС-поведомления. Не понимаю, что Лукашенко не нравится, ведь милиция все делает. Инвалидов в метро избивает, стреляет в людей, занимается клеветой в судах, преследует оппозиционных активистов. То бок атрымліваецца, што сапраўды ёсць тое, чаго хоча ўлада. Але ёсць і незадаволенне, бо, як казаў наш эксперт, можа быць і пэўная пагроза.